Акыркы күндөрү un сатуучулар жана соц тармактардан кээ бир таза эмес адамдар ундун баасы тескин түрдө көтөрүлдү деп элди дүрүп атат. На прошлой неделе Ассоциацией мукомольных предприятий Кыргызстана были организованы точки продаж муки по доступным ценам на крупных рынках столицы и регионах. Цена на данных точках составляет 1500 сомов за мешок. Кроме в Таласской, Баткенской и Нарынских областях цена варьируется до 1700–1800 сомов. Об этом рассказали на брифинге с участием представителей Министерства экономики и коммерции, Фонда Госматрезерва и Службы антимонопольного регулирования. В трех вышеперечисленных регионах отсутствует мелькомбинат, на стоимость муки также садятся транспортные расходы, в связи с чем в этих трех регионах стоимость муки может колеблиться от 1700 до 1800 сомов. В целом по всей республике стоимость муки продается по ценам завода-производителя. Граждане могут уточнить адреса точек и фирменных магазинов по горячей линии, номер которой вы можете видеть на экране. В этих точках вы можете приобрести отечественную муку первого сорта по доступным ценам. По номеру горячей линии вы можете обратиться для получения информации по адресу точки продаж, как в городе Бишкек, так и в регионах. Номер работает по линии WhatsApp. Представитель службы антимонопольного регулирования отметил, что они будут контролировать уровень цен на муку. Граждане, которые будут искусственно завышать цены на нее, будут получать административный штраф. Для физического лица сумма составит 3000 сомов, для юрлица – 13 тысяч сомов. В этом году был принят закон о ценообразовании и 455-е постановление. Там есть уже утвержден список социально значимых товаров. Она состоит из 16 видов товаров, и при этом как раз мука, хлеб, хлебобулочные изделия относятся к социально значимым товарам. И государство имеет возможность ввести государственное регулирование цен. Поэтому вот это перекупщики, которые подняли чрезмерно цены, государство имеет возможности оштрафовать. По кодексу нарушений есть отдельная статья, предусмотрены, поэтому эта функция возложена на антимонопольную службу. Заведующий отдела продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства отметил, что в ближайшее время ожидается снижение цен на казахстанскую муку. Ранее цены на нее поднялись из-за проливных дождей, которые помешали сбору урожая у соседей. На данный момент ситуация начала стабилизироваться. То есть по предварительным информациям, те, которые остановились предприятия по муке, начнут уже опять производство. То есть ожидается спад еще цен именно на муку, казахстанскую муку. Начала уже стабилизироваться поставка именно муки из Республики Казахстан, а также зерна из Российской Федерации. Так, стоит отметить, что в целях обеспечения продовольственной безопасности страны Кабинетом министров было принято постановление о введении временного запрета на вывоз отдельных видов сельхозтоваров из республики сроком на 6 месяцев, а также подготовлено распоряжение о разбронировании из государственного резерва зерна продовольственной пшеницы, который будет предоставлен мукомольным предприятиям Кыргызстана. Саимах Мусаев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.